Руслан Кукускерия 27 лет занимается топливным бизнесом. Эта заправка в селе Бзыпта – результат многолетнего труда. Все начиналось с продажи канистр с бензином, который мужчина таскал на себе. И вот, выйдя на солидный уровень и стабильный заработок, он оказался на пороге банкротства. Я начал, если честно, с канистр. Если еще подробнее, со $100 взяв взаймы, построил все вот это. Потихонечку, помаленечку. Да, я сегодня выплачиваю людям зарплату, как бы не оставляю их одних, но если это так будет продолжаться, я не потяну. Я не знаю, сколько мы можем продержаться в таком режиме. На грани банкротства. Сегодня Элька обслуживает только тех клиентов, которые сотрудничают с заправкой на постоянной основе и вносят предоплату за бензин и дизельное топливо. Среди них Черноморэнерго и Гагрская больница, которая здесь закупает топливо для дизельного генератора. По словам бизнесмена, ситуация, при которой власти республики допустили, чтобы заправки Абхазии остались без бензина, прямо говорит о том, насколько социально направлена политика государства. Всегда говорим о народе, и так как мы сильно переживаем за свой народ. Но сегодня либо надо поехать на Бзыбе, со старой Гагры заправиться. Это более чем 300 рублей он должен потратить, чтобы доехать и вернуться. Или на Псов. Но если каждый выезд на 300 рублей мы будем тратиться, это говорить о какой-то экономике и переживании за свой народ, это уже вопрос такой снимается. Вчера я слушал выступление нашего президента, что Роснефть обязали продавать нам. Но я только знаю в Абхазии, что опт дороже, чем розница. Другой страны я не знаю. И не знаю ни одной страны, где можно было бы, создавая такую ситуацию, как монополия, чтобы она порождала снижение цен. Уже практически месяц, и никакого снижения мы не наблюдаем. Как говорит Руслан Кукускерия, сегодня ему невыгодно сотрудничать с компанией «Роснефть». Роснефть продавала Абхазтопу, Абхазтоп нам по 59 рублей, где на ихнем пистолете и на наших пистолетах 58. На рубль дороже купить транспортировка, зарплаты, налоги, и по какой цене я смогу здесь продать. И смысл мне его привозить и на 3-4 рубля дороже продавать, когда у меня будут только лишь одни расходы. Гагрская автозаправка «Азит» обслуживает около 2000 автомобилей в сутки. Сегодня она закрыта. 25 сотрудников в Гагре месяц не выходят на работу лишь потому, что компания не может ввести уже оплаченное топливо. По словам сотрудников «Азит», ситуация создана искусственно. Ну, так будем в среднем, если считать, то более 2000 машин. Всегда обслуживаем и всегда, никогда у нас проблем с этим не было. Вот первая проблема. Странная вообще ситуация. Я считаю, что это чистая монополия, по-другому я это назвать не могу. В каждой из заправок «Азида» работает примерно по 20 человек. Для каждого из них зарплата, которую здесь они получают, жизненно необходима. У меня 2 детей, и меня держит только эта работа, и мы с декабря месяца сидим без работы. И нам начальство ничего не может тоже сказать, потому что, наверное, у них самих тоже нет на это ответа. Вот. И мы ждем, что мы дальше будем работать, как работали, потому что мы весь мой коллектив надеется на эту работу. У каждого есть семья, дети. Это мой доход, на сегодня я работаю, у меня 2 детей, я должна их как-то дальше воспитывать. Вот. И у нас в Гудауте таких прям работ нет с такой зарплатой. Вот. И я надеюсь, что все будет хорошо, и власть как-то подействует на это и поможет нам всем, и у нас все будет хорошо. Многие приезжают на работу из сел Гудаутского района, работают посменно и считают автозаправочную станцию одним из немногих мест в районе, где можно получить адекватную зарплату. Их будущее напрямую зависит от успеха компании. Работают в основном это жители Гудаута и Гудаутского района. Ребята приезжают здесь из деревни, день отработали, 2 дня дома. В основном все семейные, здесь работают ветераны войны, работают внуки ветеранов войны. Есть ребята, у которых 5 детей, 3 детей.
И они всю семью содержат в основном, работая здесь. И сегодня такое положение сложилось, что уже более месяца заправка не работает, хотя руководство поддерживает финансовую деятельность работников, но это насколько долго будет, уже никто не знает. На единственной заправке топливной компании «Мурат» на работу выходит только заправщик. Он обслуживает только тех клиентов, которые внесли предоплату. Отец 6 детей тоже переживает за судьбу АЗС, так как найти другую работу, он считает, будет практически невозможно. У меня 6 детей. И вы сами знаете, потом как будет. Как если я работу потеряю, меня очень плохо отразится. Я не знаю, что дальше делать. Потом придется другую работу тоже найти, но такую работу нигде не найду я. Есть категория сотрудников, чей заработок напрямую зависит от количества обслуживаемых машин. Сегодня они остались практически без работы. Некоторым пришлось уволиться. Операторы, заправщики в сети АЗС «Азид», их от 20 до 30 человек в разное время работает. Их доход непосредственно связан с количеством заправляемых автомобилей на заправке. То есть помимо зарплаты их доход еще связан с тем, что им там оставляют автомобилисты, автолюбители. О закрытых АЗС вообще говорить не приходится, там, естественно, работы нету. Ну, даже здесь это такой совсем минимальный поток машин. Молодые ребята в основном работают, и, к сожалению, вот уже начались увольнения у нас, потому что им, к сожалению, не хватает тех средств, которые они могли бы заработать, если бы заправка работала в обычном режиме или вообще работала, как наши другие. Кроме того, крупные заправки – это еще и объект торговли и общепита. Сюда свой товар поставляют не только крупные компании, известные бренды, но и локальные предприятия, семейные производства. Для многих «Азид» – единственный выход на потребителя. Люди там индивидуально что-то делают, и это часто национальные какие-то продукты, и продают здесь. Многие из них работают вообще только с нашей сетью АЗС. Для многих, это большая часть их работы, поэтому для них, для всех это очень большое выпадение доходов, очень большие потери. Они наравне с нами, наравне с нашими сотрудниками также ощущают вот эти проблемы, с которыми мы столкнулись, и также за них переживают. Для них это можно сказать тоже как наши работники, часть из них. Для них это такая же потеря зарплаты, доходов и всего остального. У «Азид» была наработана большая клиентская база среди корпоративных потребителей топлива. Но сегодня им приходится уходить к другим компаниям. По словам Эдуарда Аргун, прерываются многолетние партнерские отношения. При этом явно видны те, кому становится выгодна подобная ситуация. Я сам долгое время работал в этом направлении с корпоративными клиентами. Со многими из них у нас отношения из каких-то хозяйствующих и экономических переросли в человеческие, дружеские, такие теплые взаимоотношения. Людям комфортно и удобно у нас заправляться, это их выбор. Они были вольны заправляться в любой сети АЗС. Причем подчеркну, что у нас очень большое количество государственных бюджетных организаций заправлялось. Практически все силовые структуры Республики Абхазия, таможенный комитет, миграционный, МВД, ГСО, Министерство обороны, служба государственной безопасности и огромный ряд других ведомств заправлялся вплоть до всех этих событий у нас. К сожалению, сейчас такой возможности нету физически у них заправляться. У кого там есть какие-то там остатки, мы их, естественно, дозаправляем, но люди вынуждены уходить в другие сети и заключать там договоры. На сегодняшний день это сети только подорожники и Роснефть. Они вынуждены уходить туда, звонят все, спрашивают, переживают. Людям комфортно здесь обслуживаться. Они, помимо того, что привыкли, их условия, нашей работы, наших взаимоотношений с ними, их более чем устраивает. Поэтому вот эти все постановления или решения, которые где-то приняты, где-то не оспорены, где-то пролоббированы, может, кем-то, они помимо того, что есть какая-то пострадавшая, очевидная сторона и пострадавшие люди, на мой взгляд, есть и очевидные выгодоприобретатели всего этого.
Там выводы уже каждый может сделать сам. У заправок Роснефти подорожник выстраиваются длинные очереди. Потребители вынуждены, во-первых, ехать через весь город, чтобы заправить автомобиль, а во-вторых, простаивать по 10, 20, 30 минут. За месяц многие даже привыкли к такому положению вещей. Минут 15-20 уже. Раньше как-то легче было. Маленькие заправки были, заправлялись беспроблемно, но сейчас такая ситуация получилась. Ну, там правительство решает эти вопросы, надеемся. На благо людей как-то. Люди надеются, что власти республики все же сумеют решить проблему с поставками топлива и что решение будет в пользу потребителя. С Адзюм же едем, нигде бензина нет. Вот подорожник только. Давай никого дергать я не буду. Вот этот там хороший вариант. Какой выход из ситуации может быть? Выход. Там, короче... Выход что? Какой выход? Пускай дадут людям, пускай люди, кто с самого начала после войны, которые бензином занимались, пускай занимаются. Дайте людям хоть кусок хлеба тоже, кто-то что-то зарабатывал. А что все забрали, что один подорожник работает? Вот этот, как? Давай я тоже стану, помогу. Вот давай вот этот. В топливных компаниях уверены, что ситуация, при которой всех обяжут приобретать бензин у одного поставщика, приведет к монополизации рынка. Как известно из школьных учебников экономики, монополия всегда приводит к ухудшению рынка. Качество снижается, цены растут, падает предпринимательская активность. Именно поэтому в развитых странах существует антимонопольное законодательство. В Абхазии топливный рынок оказался незащищенным. Но всех последствий нарушения конкуренции на топливном рынке потребитель пока еще не почувствовал. Один поставщик – это с точки зрения любого государства всегда определенные ограничения. То есть мы во многом зависим. Даже если мы говорим о поставщике, который достаточно добросовестно выполняет свои обязательства, у него могут возникнуть различные трудности. Бизнес топливный устроен таким образом, что он достаточно специфичен, имеет множество факторов, которые так или иначе могут оказать влияние. Что на цену, что на логистику. Мы все прекрасно знаем, нашим зрителям нет необходимости погружаться в какие-то сложные материалы, достаточно посмотреть все, что происходило 2 года назад, например, в августе месяце. Мы знаем, что в летний период очень высок риск дефицита по различным причинам, в том числе из-за проблем с логистикой, в силу объективных причин загруженности в летний период железнодорожного транспорта и иных причин, в том числе и таких, как ремонт заводов и так далее. Ну и, наверное, с точки зрения обороноспособности страны, то есть всегда должны быть различные варианты и условия для того, чтобы был выбор. То есть если здесь с одним поставщиком возникли какие-то проблемы, мы всегда можем обратиться к другому поставщику. Если у него проблемы с логистикой или хранением, или, не дай бог, какие-то аварии произошли в плане хранения, то тоже было бы удобно, соответственно, хранить в разных местах для различных структур, которые критически важны для страны. И с точки зрения влияния на сам процесс, один поставщик – это не только одно качество и все сопутствующие вопросы, это и контроль цены фактически. То есть сегодня при получении топлива от одного поставщика мы будем исходить только от одной цифры, которую он предоставил нам. Как бы он ни старался, как бы ни был бы устроен правильно и справедливо этот механизм, бизнес есть бизнес, он так или иначе, особенно иностранный, он преследует определенные понятные, да, интересы извлечения прибыли. И, соответственно, при поставке на территорию Республики Абхазия он будет придерживаться именно этой линии. Поэтому тут вопрос очевиден. Со стратегической точки зрения, с точки зрения интересов государства, государство всегда должно иметь разные источники. Этот вопрос очевиден, и он, наверное, в принципе, не подлежит обсуждению. Практически весь январь Азит не работал, а значит, значительно сократились доходы компании. А это, в свою очередь, означает, что в бюджет страны не поступит значительная сумма налоговых отчислений одного из крупнейших налогоплательщиков республики. Мы не работали месяц, соответственно, от результатов, которые и, соответственно, формируют те налоговые отчисления, которые мы должны делать, это различные фонды, различные виды налогов.
это само собой выпадение. Я считаю, что это очень важный аспект, который тоже должен учитываться, поскольку мы являемся одним из самых крупных налогоплательщиков. В различные годы мы входили в пятерку крупнейших налогоплательщиков в Республике Абхазия. И, соответственно, само собой, да, это очень важный, сложный вопрос. Фактически весь январь выпадает, и государство недополучит в виде налогов и иных платежей все то, что должно было получить, если бы мы работали. Правительству Абхазии удалось добиться того, что в республику разрешили ввести уже задекларированное топливо. Но у компаний тонны уже купленного, но не оформленного бензина. Что будет с ними и с дальнейшими контрактами абхазских топливных компаний, непонятно. Но отчетливо ясно, что если на топливном рынке не будет конкуренции, то не будет и конкурентного ценообразования. А учитывая, что бизнес всегда стремится к сверхприбыли, надежды, что бензин станет дешевле или хотя бы не будет дорожать, нет. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.